Паводок приближается к столице. Все чрезвычайные службы находятся в состоянии постоянной готовности. Этой ночью отмечались локальные подвижки льда по всему протяжению долины Туймада. Подробности в материале Афанасия Николаева. В 2 часа ночи были замечены подвижки и разрушения ледовых полей в районе Табагинского мыса. Наблюдатели на гидропосту Республиканской службы спасения зарегистрировали движение пакового льда и изменение уровней воды. Пошли сдвиги большие. По фарватеру уже лед идет. Шуга пошла уже. Уровень воды поднялось с 2 до 3 на 20 сантиметров, с 3 до 3,30 еще на 20. И сейчас уже 3,40 упало еще на 40 сантиметров. На Кангаласском мысу обстановка пока более спокойная. Этой ночью никакого движения ледовых масс замечено не было. На изломе реки ледовое поле из обширных плит. Чуть выше мыса уже чистая вода. Недалеко от гидропоста в поселке Тулагина дежурит оперативная группа спасателей. В прошлом году было зафиксировано подтопление нескольких домов. И спасательный пост должен будет обеспечить безопасность в случае прихода большой воды. В случае подтопления домов мы должны службу спасения, спасателей эвакуировать и обеспечить безопасность для населения, который угрожает опасность. На данный момент нижняя кромка ледохода находится уже в районе города Покровск Хангаласского района. А значит, что ледовые поля в районе Якутска до прихода основной массы успеют ослабнуть. Афанасий Николаев, НВК Саха, Якутск, Табага, Хангаласы. Тем временем нижняя кромка ледохода на реке Лена находится в районе города Покровск Хангаласского района. Уровень воды 680 сантиметров ниже критического. До города Якутск 88 километров. Верхняя кромка находится в районе села Эдей Хангаласского района. Уровень воды в пределах нормы. Редкий ледоход